Ближний Восток на грани. Переговоры в тупике, а военная активность достигла пика сразу на нескольких фронтах. Здравствуйте, с вами Александр Комаров. Почему инициатива Египта не находит отклика у сторон конфликта? Чем грозят миру маневры Ирана в Ормузском проливе и какую роль в новой архитектуре безопасности готова занять Турция? Главные факты и аналитика прямо сейчас. В Каире завершился очередной раунд закрытых консультаций, целью которых является выработка дорожной карты по деэскалации в секторе Газа. Египетские и катарские посредники представили израильской делегации обновленный пакет предложений, включающий трехэтапный план обмена заложниками. Несмотря на определенный прогресс в вопросах гуманитарных коридоров, ключевое требование о долгосрочном перемирии остается предметом жестких споров. Израильская сторона настаивает на праве продолжения операций до полной ликвидации инфраструктуры противника, в то время как посредники пытаются найти формулировку, которая предотвратит полномасштабный штурм густонаселенных районов. Позиция Хамас и тупик в переговорах. Официальное представительство Хамас выступило с развернутым заявлением, в котором назвало текущее предложение посредников недостаточными и игнорирующими базовые интересы палестинского народа. Группировка подтвердила свою жесткую позицию. Любые договоренности возможны только после полного вывода подразделений Цахал за пределы анклава и снятия многолетней блокады. Аналитики отмечают, что такая бескомпромиссность ставит под угрозу успех всей дипломатической миссии, в то время как время для достижения сделки до начала масштабных боевых действий на юге стремительно истекает. Гуманитарный коллапс в зоне конфликта. Международные гуманитарные организации бьют тревогу в связи с катастрофической ситуацией в северных районах Газы. По данным ООН, более 80% жилого фонда и социальной инфраструктуры превращены в руины, что делает невозможным возвращение мирного населения. Склады с продовольствием истощены, а системы водоснабжения практически полностью выведены из строя. На фоне продолжающихся обстрелов доставка медикаментов и топлива для госпиталей сопряжена с огромным риском для жизни сотрудников миссий. Комитет по правам человека призывает к немедленному созданию зон безопасности под международным контролем. Гуманитарный коллапс в зоне конфликта. Международные гуманитарные организации бьют тревогу в связи с катастрофической ситуацией в северных районах Газы. По данным ООН, более 80% жилого фонда и социальной инфраструктуры превращены в руины, что делает невозможным возвращение мирного населения. Склады с продовольствием истощены, а системы водоснабжения практически полностью выведены из строя. На фоне продолжающихся обстрелов доставка медикаментов и топлива для госпиталей сопряжена с огромным риском для жизни сотрудников миссий. Комитет по правам человека призывает к немедленному созданию зон безопасности под международным контролем. Северный фронт. Ливан и Хизбалла. Ситуация на израильско-ливанской границе переходит в фазу войны на истощение. Движение Хизбалла значительно расширило географию своих атак, применяя новые типы барражирующих боеприпасов по военным объектам в Галилее. В ответ израильская авиация нанесла серию глубоких ударов по логистическим узлам в долине Бекаа, которые, по данным разведки, использовались для транспортировки иранских ракет. Эксперты предупреждают, что любая случайная ошибка или попадание в гражданский объект с любой стороны может спровоцировать эффект домино, который втянет в конфликт весь Ливан. Стратегия Вашингтона на Ближнем Востоке. Администрация Соединенных Штатов сталкивается с растущим внутренним и внешним давлением из-за своей политики в регионе. Государственный департамент пытается сбалансировать поддержку своего ключевого союзника в лице Израиля и необходимость сохранения отношений с арабским миром. В частных беседах американские дипломаты выражают крайнюю озабоченность отсутствием четкого плана на следующий день после войны. Вашингтон продвигает идею создания переходной администрации с участием технократов, однако эта инициатива встречает сопротивление как со стороны правого крыла израильского правительства, так и со стороны региональных игроков. Иранская ядерная программа. Новый виток напряженности. Международное агентство по атомной энергии, МАГАТЭ, опубликовало закрытый доклад, в котором выражается глубокая обеспокоенность по поводу ускорения темпов обогащения урана на подземных объектах Ирана. По данным инспекторов, запасы высокообогащенного материала в Исламской Республике достигли критической отметки, что фактически сокращает время, необходимое для создания ядерного заряда, до нескольких недель. В ответ на это Тегеран заявляет, что его программа носит исключительно мирный характер, а любые ограничения на допуск инспекторов являются следствием невыполнения Западом своих обязательств по ядерной сделке.
Ситуация осложняется тем, что Израиль неоднократно намекал на возможность превентивного удара по иранской ядерной инфраструктуре. Энергетическая безопасность и Ормузский пролив. Военно-морские силы Ирана начали серию масштабных учений в акватории Персидского и Оманского заливов. В маневрах задействованы новейшие подводные лодки класса «Фатех» и ударные беспилотники большой дальности. Мировые рынки нефти мгновенно отреагировали на эти действия ростом котировок, опасаясь блокировки Ормузского пролива, ключевой транспортной артерии, через которую проходит почти пятая часть мирового потребления нефти. Командование иранского флота подчеркивает, что учения являются плановыми и направлены на отработку защиты национальных интересов. Однако западные аналитики видят в этом прямой сигнал Вашингтону о готовности Тегерана к асимметричному ответу в случае усиления санкционного давления. Внутриполитический кризис в Израиле. На улицах крупнейших городов Израиля не утихают многотысячные протесты. Демонстранты, среди которых родственники заложников и представители резервистских движений, требуют от правительства Биньямина Нетаньяху немедленного принятия сделки по освобождению пленных, даже если это потребует значительных уступок. Оппозиционные лидеры обвиняют премьер-министра в затягивании боевых действий ради сохранения собственной коалиции и избежания досрочных выборов. Внутри самого кабинета министров также наметился раскол. Министры от крайне правых партий угрожают развалом правительства в случае прекращения огня, что ставит страну на грань беспрецедентного политического паралича в разгар войны. Роль Саудовской Аравии в региональной архитектуре. Эр-Рияд продолжает вести сложную дипломатическую игру, балансируя между историческим сближением с США и солидарностью с палестинским вопросом. Официальные представители королевства подтвердили, что переговоры о нормализации отношений с Израилем приостановлены до тех пор, пока не будет представлен четкий и необратимый план создания независимого палестинского государства. Одновременно с этим Саудовская Аравия укрепляет свои позиции в качестве главного посредника в арабском мире, принимая лидеров исламских стран для выработки единой позиции. Вашингтон, в свою очередь, предлагает Эр-Рияду пакет гарантий безопасности и помощь в развитии гражданской ядерной энергетики в обмен на активное участие в стабилизации региона после конфликта. Технологическая война. Роль БПЛА и киберсредств. Текущий конфликт на Ближнем Востоке стал полигоном для испытания новейших технологий ведения войны. Стороны активно применяют искусственный интеллект для распознавания целей и координации ударов. Особое внимание привлекает использование роев дронов «Камикадзе», которые способны обходить традиционные системы ПВО благодаря малым размерам и высокой маневренности. Параллельно с физическим противостоянием разворачивается масштабная кибервойна. За последние недели зафиксированы десятки атак на государственные серверы и объекты критической инфраструктуры. Эксперты отмечают, что цифровая составляющая конфликта становится не менее разрушительной, чем прямые боевые столкновения, влияя на логистику, связь и общественное мнение. Дилемма Иордании и угроза стабильности границ. Оман сталкивается с беспрецедентным давлением из-за затянувшегося конфликта у своих границ. Король Абдалла II в ходе экстренного совещания с лидерами силовых структур подчеркнул, что Иордания не допустит превращения своей территории в арену для чужих войн или плацдарм для перемещения беженцев. Ситуация осложняется тем, что значительная часть населения страны имеет палестинские корни, и радикализация настроений внутри королевства может подорвать многолетнюю внутреннюю стабильность. На фоне этого иорданские ВВС совместно с международными партнерами продолжают проводить рискованные операции по сбросу гуманитарной помощи в сектор Газа, пытаясь хотя бы частично смягчить остроту кризиса. Гуманитарный морской коридор. Логистика и риски. Реализация инициативы по доставке помощи в Газу морским путем через специально выстроенный временный пирс сталкивается с серьезными логистическими и военными вызовами. Несмотря на поддержку со стороны США и Евросоюза, процесс распределения грузов внутри анклава остается крайне опасным из-за непрекращающихся боевых действий и разрушенных дорог. Координаторы миссии сообщают о случаях обстрелов гуманитарных конвоев и хаоса в пунктах раздачи. В то же время израильские службы безопасности настаивают на многоступенчатой проверке каждого килограмма груза, чтобы исключить попадание товаров двойного назначения в руки боевиков, что значительно замедляет темпы поставок. Сирийский узел и удары по Дамаску. Сирия снова становится ареной косвенного противостояния между Израилем и Ираном. Серия точечных авиаударов по пригородам Дамаска и военным аэродромам в провинции Алеппо вывела из строя ключевые узлы связи, которые, по данным разведки, использовались корпусом стражей исламской революции.
Официальный Дамаск заявляет о нарушении суверенитета и призывает Совбез ООН вмешаться. Однако фактически правительственные войска остаются лишь наблюдателями в этой эскалации. Наблюдатели отмечают, что Иран пытается превратить Южную Сирию во второй фронт против Израиля, укрепляя там позиции подконтрольных группировок и перебрасывая современные средства радиоэлектронной борьбы.